Всем привет! Вы на канале Влюминейшн. Сегодня я расскажу вам, как играть в расписной покер. Расписной покер, также известный как армянский покер, джокер. Это карточная игра на взятки. Это карточная игра на взятки. И она вообще на самом деле не похожа на типичный вариант покера. Там нет вот этих фишек. Там не надо делать ставки. Там просто ходит, набирает очки. Там есть торговля, которую скажу, но это уже не то же самое. Так, в игре используется, для игры нужна колода в 36 карт. Старшинство карт: шестерка, семерка, семерка, девятка, десятка, валет, дама, король, туз. Количество игроков. Играют вдвоем, троем или вчетвером. И цель игры — набрать наибольшее количество в партии, которая состоит из нескольких раундов. Если играют без спецраундов, то раундов 12, а потом добавляются еще раунды, количество которых зависит от количества игроков. Если играют вдвоем, то дополнительных раундов 2, если 3, то раундов 3, если играют четвером, то раундов 4. Так что, да, то есть, если играют вдвоем, то раундов 14, если втроем, то 15, если четвером, то 16. А из спецраундов 4, то что да. Если играете спецраундами, тогда будет довольно долго. Итак, да. Шестерка пик является... Ой, нет, не шестерка пик, а семерка пик является уникальной картой, а именно джокером. Если играют с двумя джокерами, то шестерка пик и шестерка трефа становятся джокерами. Про джокера расскажу чуть позже. А сейчас я расскажу вам про раздачу. Раздача тут довольно уникальная. Сначала в первом раунде раздается по одной карте. Тем в каждом раунде вскрывается козырь. И и затем, в каждом раунде количество карт, которые игроки получают, возрастает. В первом раунде они получают одну карту, потом во втором раунде 2, в третьем раунде 3 карты, и так до 6 карт. После этого идет обратный порядок, то есть теперь уже начиная с 6, заканчивать одной картой. После этих раундов начинаются дополнительные раунды, в которых у каждого игрока по 6 карт. Но если играть со спецраундами, таких раундов нет, вместо этого там просто первый спецраунд идет, и так до последнего четвертого спецраунда. Раздающий в первом раунде определяется жребием. В следующих раундах раздающим является игрок, который идет следующим по часовой стрелке. После раздачи идет торговля. В торговле игроки говорят пас или играют. И если игрок скажет пас, то ему надо будет набрать 0 взяток. И если он скажет играет, то ему нужно будет сказать количество взяток, которые он обязан набрать в раунде. После того, как все выбрали свой вариант, тогда после этого начинается торговля. О, нет, не торговля, а ход игры. Первым начинает выбирать игрок слева от раздающего. И... нет, забейте. Итак, ход игры. Ход игры такой же, как в карточных играх на взятки, то есть игроки выкладывают все свои карты, которые были в руках. И тот, кто выкладывает самую старшую карту, забирает карты и получает право первого хода. И всегда нужно находить карты той же масти. Если ее нет, то ходит
козырем, а если нет козыря, ходят любой картой. Короче, так игроки ходят до тех пор, пока у них не заканчиваются карты. После этого раунд заканчивается и начинается подсчет очков. И так, время рассказать про Джокера. Если игрок поставит Джокера, короче, у него, если Джокера положили на взятку, там где уже карту, тогда владелец Джокера должен выбрать силу карты. Если он скажет младше, то тогда Джокер становится самой младшей картой, и один из игроков забирает взятку. А если игрок скажет старше, то тогда игрок, короче, сила Джокера становится самой сильной, он сильнее козырного туза, и владелец Джокера забирает взятку. И если Джокер является первой картой, которую положили на стол, то тогда владелец Джокера должен выбрать масть и силу карт. После выбора масти, если игрок скажет по самым старшим, например, там, по самым старшим пикам, то тогда игроки должны ходить тогда противники и владельцы должны ходить с самой старшей картой масти, которую сказал владелец Джокера. А если он скажет младшие там пики, например, то тогда игроки должны вкладывать самые слабые свои самые младшие карты масти, которую сказал владелец Джокера. Короче, так работает Джокер. Надеюсь, вы все поняли. Итак, теперь нужно поговорить про подсчет очков. За каждую взятку игрок получает 1 очко. То есть, если наберет там 2, то будет 2, если 3, то 3, соответственно. Если игрок сказал пас и успешно набрал 0 взяток, то тогда он получит 5 очков. Но если он наберет больше, чем 0 очков, то он получит количество очков, которое соответствует количеству взяток, которые он набрал в раунде. Если игрок сказал количество взяток, после того, как сказал играю, то тогда... и он успешно это количество набрал, то он получает десятичное число в зависимости от цифры, которую сказал игрок. Если он набрал ровно 1 взятку, то он получает 10 очков, если 2, то 20 и так далее. И опять-таки, если он наберет больше, чем надо было, короче, больше, чем он должен был набрать, то тогда он получит опять-таки количество очков, которое равняется количеству взяток, которые он набрал в раунде. И если игрок не наберет количество взяток, которые он сказал после того, как сказал играю, тогда он получит минус 10 очков за каждую взятку, которую он не взял. То есть я, например, не взял 2 взятки, за это у меня минус 20 очков. Если 3, то минус 30 и так далее. Вот так работает подсчет очков. Думаю, вам все понятно. Ах, да. В игре еще присутствует альтернативный подсчет очков. Но про него я сейчас не буду рассказывать. Скорее всего, напишу про него в описании этого видео. И про спецраунды тоже. Оделся ты? Одевайся. Итак, думаю, я рассказал вам все про эту игру. Надеюсь, вы поняли, как играть в расписной покер. На этом я заканчиваю видео. Всем пока.